8 мая исполнилось 90 лет со дня рождения Нарпола Чирова, известного прозаика, драматурга, переводчика. Своеобразие жизни, вбирающей в себя разные судьбы, характеры и события, были предметом наблюдения мастера пера. Нарпол Чиров был одаренным человеком, обладал способностью проникновения к истокам народной жизни и культуры. Творчество Нарпола Аюшевича Ачирова оставило многогранный след в бурятской литературе и культуре. Героиня его книги «Повесть о хорошем человеке» Валентина Гончиковна Романова, старший чибан совхоза Селенгинский, Республики Бурятия, герой социалистического труда, кавалер 2 орденов Ленина и ордена Трудового Красного Знамени. Поистине замечательна ее трудовая биография. Но судьба этой женщины интересна и во многих других отношениях. По национальности она русская, удочерена бурятам и навсегда связала свою жизнь с жизнью этого народа. Документальная повесть о ней, известного бурятского писателя, адресована широкому кругу читателей. Вашему вниманию отрывки из этой книги. На вокзале в Улан-Удэ в зале ожидания на скамейке в углу сидели мальчик и девочка. Мальчику было года 2, а девочке 3-4. Они долго терпели, дожидаясь маму, которая ушла куда-то, обещала принести конфеты. Потом мальчик начал потихонечку хныкать. «Не плачь, Юрка, скоро мама придет, конфетки принесет», – успокаивала братишку сестра. Но мать почему-то не приходила. Прошло уже много времени, на детей начали обращать внимание сидящие в зале люди. Вскоре вокруг них образовалась толпа любопытных. «Где ваша мама?» – спрашивали они. «Пошла за конфеткой», – отвечала девочка. «А как тебя зовут?» «Валя». «А его зовут Юра», – указывала она на братика. Девчонка была не по возрасту смышленая, смотрела на людей умненькими голубыми глазками. «А куда вы едете?» «Далеко». «А откуда вы приехали?» «Из Москвы». «Из Москвы?» Не то удивленно, не то недоверчиво вздыхали люди. «Надо же, из такого далека приехали и такие маленькие еще», качая головой, сокрушалась какая-то женщина. Девочка тревожно оглядывалась вокруг, но не плакала, а братишка начал вовсю реветь. Обеспокоенные пассажиры совали им кто конфетку, кто кусок хлеба. Дети немного успокоились и притихли, а мамы все не было. Потом приехали какие-то тети и дяди, взяли детей и куда-то повезли. Девочку в одну, мальчика в другую сторону. В детском приюте, где оказалась Валя, было много народу. Шумели, бегали дети разного возраста. С ними возились тети-воспитательницы. В этой обстановке Валя стала постепенно забывать, что с ней произошло. Набегавшись за день, ночами спала крепко, только изредка чего-то вздрагивала во сне. Образ маленького братика, по которому она смутно тосковала вначале, стал тускнеть в ее сознании, словно братик уходил куда-то в туманную даль. От мытарств девочка стала не по возрасту серьезной. Все посматривала молча на взрослых людей, стараясь по выражению их лиц что-то угадать про себя, узнать. Но детский разум многого не мог понять в происходившем вокруг. Слишком мал был ее жизненный опыт. Временами взрослым казалось, что девочка вполне понимает свое положение. Настолько осмысленным и тоскливым был прощупывающий и осторожный взгляд ее синих глаз.